Так, дорогие мои сердечки, хороший добрый вечер. Сегодня попросили меня сделать лепешки с творогом, чапелиш. И хочу вам их показать. Правда, хотела сегодня посолить огурцы, но не получилось. Посолю их завтра, покажу вам завтра, как я их солю. Несколько человек меня просило. А сегодня вот хочу вам начать так более-менее кулинарные мои рецепты именно с национального блюда сегодня, с чапелиш. И вот хочу вам показать, как я их делаю. Значит, муку я просеяла. Нужно нам минимум ингредиентов. Мука, соль, сода, ну и творог. Творог я уже подготовила. Добавила желток, накрошила его. И творог готов, чуть-чуть посолила. Так, значит, для того, чтобы вот начать, вот здесь мука, вы видите, делаем вот такую вот лунку. И наливаем литр. Просто у меня простокваша, ну, даже не простокваша, а брат, ну, он чуть-чуть уже прокис. Можно литр кефира, сыворотки, простокваши, ряженки, но более обезжиренный. Чтобы там, чем меньше жира, тем лучше. Ну, если кефир, то 1%. Можно сыворотку, друзья. Вообще-то, в принципе, я готовлю на сыворотке, если честно. Так, теперь нужно посолить и положить соду. Значит, чайная ложка соды на литр кефира или сыворотки с горкой. Так, вот. Столовая ложка соли. И все, друзья, замешиваем тесто. Тесто должно быть не густым, не крутым, не жидким. Такое, знаете, эластичное тесто. Но это приходит только со временем, как его готовить, если честно. Но оно более-менее похоже на тесто на дрожжах, вот по консистенции. Ну, вот так вот, друзья. И вот пока замешиваю, я хочу вам немножко рассказать о своей жизненной истории из моей жизни. Я вышла замуж, когда мне было 19 лет, и у меня были свекр, свекруха, 5 заловок, дивер. Ну и свекруха, когда я вышла замуж, ну, после там свадебных разных этих, ну, через недельку, короче, свекровь мне сказала, что кухню передает мне. Ну, у нас так по ингушскому обычаю говорят, но оно дало. Ну, значит, то, что вот готовится, передается снохе мне. Она освобождается от всех своих этих обязанностей, и это все перекладывается на меня. И своим дочерям сказала, что остальное, все, что надо делать по дому, будут делать они. А кухня на мне, там готовка, уборка, все такое, это на мне. Ну, готовить я умела, в принципе, я не боялась того, чтобы там что-то приготовить или что. Единственное, что я не умела, вот я не умела делать вот это вот тесто и эти чапелиш. У нас, в принципе, вот у моих родителей мой отец не любил ни чапелиш, ни вот эти, ну, на ингушском языке ольгиш, а тоже лепешки, только без ничего, вместо хлеба. Он их не ел, и, ну, если у тебя дома хозяин не ест, то мы же меньше готовим такого. Мама, конечно, готовила, мама умела хорошо готовить чапелиш, но они у нас как-то не водились. И я их не умела делать. Как-то и не пробовала до замужества. Остальное все готовила. А моя Марнан, моя свекровь, друзья, готовила очень вкусные, очень красивые, прям ровные и тонкие, прям как будто бы вот газета вот до такой тонкости она их готовила. Это были очень вкусные, действительно. Я и не ела больше такие вкусные, как делала она.
И, знаете, ну, была молодой, наверное. Просто когда вот мне не хотелось готовить, друзья, я просила свою свекровь, чтобы она нам сделала лепешки чапелищ. Ну, она в первое время, не понимая этого, конечно, делала. А потом, не знаю, может быть, она и поняла, что я не хочу, или как-то что-то, или просто действительно решила, чтобы я все-таки научилась. Я не могу сказать, но у меня свекровь была прям очень хорошая женщина, друзья, такая действительно очень, очень хорошая, не просто так, не ради красного словца. И в очередной раз, попросив сделать ее лепешки, чапелиш, она мне сказала: делай сама. Я сказала: я не умею, они у меня получаются твердые, невкусные, я не буду делать. Она сказала: нет, делай сама. И мне пришлось сделать. Я замесила тесто, но, конечно, я не рискнула сразу делать чапелиш. Я замесила тесто ну, и стала делать пирожки. Они получились, друзья, у меня, конечно, невкусные. Ну, на вкус, может быть, и вкусные, но такие крепкие. Тесто получилось крепким, неважным. Но моя Марнан, моя свекровь, сказала: очень хорошие пирожки. Только в следующий раз сделаешь еще лучше. Вот несколько раз будешь месить, и у тебя оно получится. И вот с тех пор, друзья, лепешки делаю. Но этот случай всегда, как только я замешиваю тесто, всегда вспоминаю про свою свекровь. Действительно, у меня была очень хорошая свекровь. Такая чистоплотная, такая, я не могу даже сказать. Ну вот, таких женщин бывает очень мало. Очень мало, друзья. Она была превосходным человеком. Пусть мы все встретимся с ними в раю. Ну вот, тесто почти замешано, друзья. Так. Я, конечно, замешиваю тесто обычно на столе. Здесь на столешнице для меня слишком высоко. Я не такого высокого роста. Но решила все-таки здесь, чтобы рядом было. Нам надо было снимать там на столе. Как штатив поставила, так и решила здесь. И мне не очень-то удобно замешивать, если честно. И про рост я скажу. Ну, мы как-то вот тоже вот невесткой, что-то мы разговорили, сидели. И я сказала, что так, ну, типа, я невысокого роста, типа, ну, я низкая. И моя мама, моя свекровь говорит: а мне выше тебя, женщина, не надо. Самый нормальный рост. Всегда, вот, я не знаю, она вот за меня была всегда, вот, не говорила ничего такого, чтобы вот... Ну, я не скажу, что я прям совсем низкая, ну, 1,60 м. Мне казалось, что я низенького роста, мне хотелось, конечно, быть высокой, но меня Марнан моя успокоила, что я не низкая, что для меня, это для женщины самый хороший, оптимальный рост. И вот, друзья, тесто теперь готово. И не знаю, я еще не умею работать со штативом, как-то показывать, тем более рецепты показывать. Вы меня извините, конечно, показывать хозяйство легче, чем показывать, как ты готовишь. Но вы меня простите, как начинающего блогера, молодого блогера сказать не могу, потому что я не молодая. Так, теперь переложим это тесто в чашку. В чашку я заблаговременно, друзья, смазала растительным маслом. И теперь я переложу сюда тесто. Так, вот так вот. Теперь я вам покажу чуть-чуть, какой консистенции одно должно быть. Просто сниму тесто с руки. Сейчас, минуточку. И вот, друзья, тесто мое готово. Но этому тесту нужно еще полежать минут 20-30. И тогда оно будет эластичное. Видите, показать. Но сейчас показать оно не будет видно. Вот в такой вот. Оно даже должно прилипать к рукам, видите. Чем вот такое оно будет мягкое, нежное, и чапелиш получится мягкие и нежные, не будут крепкими.
На кефире, друзья, получается, конечно, очень нежная, но на сыворотке не так нежная. Она бывает немного потверже, и лепешки, и пирожочки. А вот на кефире прям вот нежные тают во рту. Ну вот теперь я накрою крышкой и дам постоять этому тесту, отдохнуть немножко, минут 15-20, и потом будем готовить. Так, дорогие мои друзья, тесто мое уже постояло минут 15. Теперь будем делать лепешки. Так, много делать не буду, потому что я есть не буду, уже поздно. Поедят только мой сын. Видите, вот такое вот тесто все-таки жидковатое, но я всегда так делаю. Замешиваю вот такие вот шарички. Так. 5 штук сделаю. 2 сыну, 2 диверу моему и 1 маме. Я не буду. Я уже, если честно, поужинала. Я для себя пожарила баклажаны. И уже поела. Так, 3 уже, 4. Друзья, вы знаете, в действительности вот это тесто меня очень часто спасает. Потому что я замешиваю тесто и, в принципе, остаток остается в холодильник ставлю. Иногда даже специально замешиваю, чтобы оно у меня стояло. Поэтому с этим тестом ничего не бывает. Дня 2 оно спокойно стоит в холодильнике, не прокисает, не перекисает, все нормально. И в любой момент я могу достать тесто и сделать или пирожок, или лепешку. И даже на этом тесте моим вот сыновьям больше нравится даже пицца на этом тесте, чем на дрожжевом. Так что даже пиццу я готовлю на этом тесте. И это тесто у меня всегда в холодильнике. Так, теперь руки почищу. Так, тесто уберем, пока оно нужно. И будем начинять. Друзья, ну вот тему о своей свекрови я продолжу, чтобы в действительности пока показываю, у меня есть время поговорить и рассказать. Это тоже моя жизнь. Когда я вышла вот замуж, тогда еще это было уже сколько. И вот, друзья, это было 34 года тому назад. Представляете, как давно. Тогда, вот сейчас этого нету, я не наблюдаю это сейчас, если честно. Тогда молодые невесты, вот именно вот в наших селах, может быть, других еще и не так, в моем собственном селе, где я жила, этого так вот прям не было. Но вот куда я вышла замуж, там, знаете, как было заведено, что молодая невеста должна рано утром вставать, если есть коровы, то доить коров, и обязательно надо было подмести во дворе, обязательно надо было подмести на улице, ну, рядом с воротами, на улице, с улицы. Это был как будто бы ритуал, это должна была делать каждая невеста, молодая невеста. Ну и потом и дальше, если даже не молодая, это все делалось всегда так. Если нет невесты, то это делала девушка. И ну, дочка. И, короче, когда я вышла замуж, моя Марнан, у нас было 2 двойные коровы тогда, моя свекровь, моя Марнан, друзья, доила коров сама,
Ну, я вставала рано, я ничего не могу сказать про это. Вставать, конечно, я вставала рано. Но корову она доила сама. За то время, что она доила коров, я обычно делала там завтрак или что-то такое. Но пока она доит коров, я там подготавливала что-то. А потом я должна была полностью нормально одеться, как будто бы на выход какой-то. Ни в чем таком плохом, ни в халате, ни в чем-то. Я должна была быть одета нормально, накрашена, чтобы... Ну, короче, все как полагается есть, чтобы я была красивой. И выгоняла коров я, получалось, вот перед людьми, что я и подоила, и гоню, значит, их. А подоила-то моя Марна. И, вы знаете, у нас тогда вот типа такого соревновательного было. Было несколько невест у нас вот на улице, на Смежной улице. Молодые невесты, которые, ну, месяц раньше, месяц позже. Так, у нас было 3-4 невесты. И я должна была их опередить, конечно, это как, чтобы сноха моей Марна и не будет первая. И вот, друзья, я выгоняла коров до пастбища и шла домой. Я сразу первый вопрос был: ты была первой? Ну, конечно, я была первой. Как это так, я не буду первой? И приходила домой, вот после того, как выгнали коров, второе, что надо было делать невесте, как я сказала, это подмести во дворе и подмести на улице, рядом с воротами. И вы знаете, что делала моя Марна? Она закрывала ворота, я должна была подмести на улице, а во дворе подметала она. И это было же быстрее, пока там она подметет, я подмету в 2 раза быстрее. И получалось, что вот сноха быстро все справилась, сделала. Вот настолько она была со мной хорошая, вот настолько была, я не знаю, понятливая. Я благодарна своей Марнан. Такой свекрови не будет никогда. Вы знаете, я не поверю, что есть такая женщина, особенно у нас вот у ингушек. Так вот, друзья. Масло я растопила, сковородку разогрела. И вот так вот мы жили с моей Марнан. И знаете, когда уже была у меня первая дочка, вечером, когда вот нас же много, и особенно обычно всегда у нас были гости, нас самих 8-9 человек. Ночью уже посуды бывает много вечером. И она всегда вот, хотя это была моя обязанность, но уже после рождения девочки она не разрешала мне не мыть посуду, не оставаться. Вот сразу как поели, и сразу меня Марнан отправляла укладывать ребенка спать. Ну и, конечно, я уже сама тоже. Ну, таких действительно, таких свекрув и ингушей, как была моя Марнан, найти очень сложно. Она вообще была такая, знаете, друзья, чистоплотная такая женщина. Она была полная женщина, но настолько была чистоплотной. Обычно полные говорят, что бывает нечистоплотные, неаккуратные, но она была такая аккуратная, такая чистоплотная. Вот даже вот я не понимаю даже, как она это могла делать. Возясь в огороде, доила корову, но у нее всегда были чистые такие пухлые, красивые белые руки. Это было что-то. Друзья, я не знаю, я не встречала такой женщины больше. Вот так. И она очень была гостеприимным человеком. Вы знаете, даже если она не любит, ей не нравится, не по нраву тот человек, который, например, пришел к нам в гости, ну, никогда в жизни этот человек не узнал, что этот человек ей неприятен. Она и даже бы виду не подала, что что ей он не нравится. И даже этот человек подумал бы, вот что бы она сделала бы, если я сегодня не пришел. Вот до такой степени она была гостеприимной и не давала человеку дать понять, что вот он ей там неприятен, или она не хотела видеть его сюда. Настолько была она обходительным человеком. Так, это можно исправить, друзья, это всегда происходит. Просто тесто еще не очень-то полежало. Ну, ничего. Исправлено. Так. Ну вот, как видите, вот так вот идет этот процесс. Когда я все сделаю, я вам покажу, а то это будет слишком длинное видео. Так, друзья, и вот покажу вам уже последнее вот делается.
лепешка моя. Это печется. Вот так вот живем. Мне всегда мои дети говорили: мам, может, ты кафе откроешь, ты вкусно готовишь? Я всегда им отвечала: это и потому что я ваша мама, вам кажется, что я вкусно готовлю. А так, чтобы открыть кафе и готовить, это большая ответственность. Я боялась этого, конечно. Хотя через какое-то время мне пришлось работать в кафе. Но я сегодня об этом не буду вам рассказывать. Расскажу потом. Так. Тоже постаралась сделать потоньше. По-моему, я стучу слишком этой каталкой. Так. Сейчас почищу сковороду. Если немножко порвется лепешка, ничего страшного. Ее как пластилин можно сразу же снова слепить. И все нормально. Вы, наверное, видите на сковороде. Вот так вот, друзья. Теперь выключу пока, потому что еще буду показывать, как масло мажу. Будет слишком длинное видео. Так, друзья, все, лепешки я спекла. 5 штук как раз. Масло подогревала. Так, и теперь буду вот намазывать маслом. Вот так вот. Ну и вот так вот все 5 штук я промажу. Видите, вот какие они тоненькие. Я не знаю, можно передать как тонкость лепешки. Вот так вот, друзья. Полностью намажу все 5 и потом снова. Ну вот, мои дорогие, я закончила. Промазала все 5 лепешек маслом. И сейчас вот нарежу. За большим блюдом не хочется идти. Оно у меня там... Вчера тоже были гости, приезжали проведать маму. Я им тоже так на скорую руку сделала лепешки. И блюдо как-то не вынесла из той кухни. Как там помыла, поставила и оставила. Ну, а пока переложу в эту тарелку, вы меня, наверное... извините. Так, ну вот. Вот как-то так, друзья. Вот, видите? Вот так вот. Наши ингушские чафельщи. Сегодня очень, конечно, запозднились с ужином. Ну, маме я уже давно отнесла, как только начала готовить, если честно. Мой диверь и сын поедят сейчас. Ну вот, друзья, как-то так. Мои чапельджи готовы. Если что, приходите в гости, кто живет в Ингушетии. Я буду рада. Угощу вас моими чапельджи, и вы узнаете вкус их. На этом все. Спасибо вам всем. Спокойной ночи и праведных вам всем снов.